Сегодня наш гость – автор и организатор уникального историко-географического проекта «Пути великих свершений» Георгий Дмитриевич Никонов, советник главы Республики Саха-Якутия. Уникален этот проект тем, что все пути освоения Дальнего Востока вели через территорию Якутии. Это особенно важно для сохранения исторической памяти нашей республики. Здравствуйте, это программа «Кинолетопись Якутии». Георгий Дмитриевич, мы рады видеть вас в гостях в нашем Национальном центре аудиовизуального наследия. И, конечно же, ваш проект, уникальнейший проект, в источниках разных называют и историко-географическим, и историко-этнографическим. Вот расскажите, как возник такой грандиозный замысел? Добрый день, уважаемые телезрители. Наш проект возник в 2011-2010 году, когда у нас было празднование 380 лет Якутии вместе с Россией. Тогда было задание от правительства, чтобы у нас был какой-то проект, который был бы интересен для Якутии, для дальневосточников и так далее. И я вот уже первый раз был назначен постоянным представителем Республики Саха-Якутия по Дальневосточному округу в 2002 году. И видел и побывал во всех наших краях, областях, которые наши соседи. И было видно, какую роль играет Якутия, какую роль сыграла в историческом развитии. Но в то же время не хватало именно систематизации истории, в плане того, что именно то, что с Якутска, именно с Якутии были открыты и освоены весь Дальний Восток. Это 1/3 России. И в этом плане многие наши коллеги именно упускали этот момент. Допустим, в разных местах, в разных городах этот процесс идет как бы только как откуда-то пришли казаки или откуда-то пришли путешественники, вот они первый раз побывали, потом открыли, освоили, и пошло. Откуда же не шли, откуда все начиналось, вот этого не было. И поэтому мы называем наш проект историко-географический проект, и она занимается систематизацией истории Дальнего Востока и, как показывает вклад Якутии в развитии, в освоении Дальнего Востока. География ваших съемок, она просто обширна. Вот вы сказали о трети территории Российской Федерации, которую это охватывает, да, вот как раз этот регион дальневосточный и сибирский. И получается, да, что это связано с большими затратами. Это процесс очень трудоемкий. Вот насколько вот сложны вот такие съемки? Ну, у нас основа нашего проекта – это шеститомник «Пути великих свершений», в котором первый и второй том описывает о том, что как с Якутии, с Якутска были открыты и освоены. В первом томе, допустим, Охотск, Охотское море, Камчатка, Чукотка, Аляска, ну, вплоть до Калифорнии. А второй том – это про Дальний Восток, это Амур, Албазин, это Николаевск-на-Амуре и так далее, другие города и места Дальнего Востока. А третий, четвертый том у нас получился про север, потому что когда мы первый, второй том издали, начали спрашивать, а почему нету севера? Ну, север оказался уникальным в том плане, что все земли, моря, мысы, побережья Восточной Новой Земли открыты с Якутска, а не с Архангельска или откуда-то с Сибири. Такого не было, все было с Якутска. Поэтому тоже обширнейший материал, и тоже это действительно показывает, какую роль сыграла в Якутии в открытии, освоении и присоединении к России столь больших земель. И мы начали заниматься этими делами, начали вот экспедиции. Первая экспедиция у нас были Ваян, Охотск, это с Якутска. А другие наши экспедиции, около, наверное, уже больше десятка, наверное. И вот Сахалин. Мы Сахалин в 2019 году, еще до ковида вот этого. И с учетом того, что это единственная область, земля Дальнего Востока, где были бои Второй мировой войны, где находятся братские могилы, где участвовали наши
деды, наши отцы этой войне. Вот Долгон-Горинская экспедиция, которую мы так называем, это север еврейской автономной области, это по следам Владимира Клавдевича Арсеньева. Ему в следующем году исполняется 150 лет, и этот величайший краевед, величайший исследователь, ученый Дальнего Востока, он как раз в этом краях, севере еврейской автономной области, общался и жил среди якутов, именно так получается. И он описал быт якутов, образ жизни, как они вот живут, и описывает язык, описание предметов, которые даже камлания шамана вошло в этот его дневник. И вот это, допустим, во время этой экспедиции у нас получилось так, что мы были в тех местах, которые много якутских топонимов, допустим. Самый большой заповедник еврейской автономной области называется Бастах. Или поселок, который Доордан, Кукан, там чисто такие якутские названия. То есть открывается очень много неизвестных страниц Якутии, поскольку все пути практически, да, идут они через Якутск. Да, вот Сахалине тоже как бы интересно в плане того, что первооткрыватель сахалинской нефти оказался якут Филипп Павлов. Это задокументировано. В 1879 году он первым нашел сахалинскую нефть. Этот нефть через купца Иванова, уже вот это Иванов, чтобы добывать нефть, этот участок, который он нашел нефть, был уже передан ему, чтобы он начал работы такие. Но это как бы уже документально все есть. Мы хотели бы вот этот там поставить памятник, но работа, как говорится, идет. Вот интересный факт, то, что Николаевск-на-Амуре первый город в Дальнем Востоке, который на устье реки Амур. И первый дом, первое здание оказалось якутской избой, якутской балаганом. Но это тоже задокументировано. Есть рапорт штурмана Петрова непосредственно своему начальнику Невельскому, что в эту зимовку некто Березин подрядился поставить здесь дом, но вместо русской избы он построил якутский балаган, вместо печи там камелек, а полов нет, там земляной пол. Вот в таком, как бы чуть не жалоба. Но в то же время это задокументировано. Поэтому у нас есть договоренности с администрацией Николаевского района и города, что там надо поставить памятник именно в виде якутской избы, якутского балагана. Поскольку всегда, видимо, перед фильмом работа предстоит очень большая, значит, вы задействуете и историков, и краеведов, и ученых определенных тем. Вот как с ними работается? Да, у нас, начиная с первого тома, вот когда создавали вот эту книгу, первый том создавали 46 человек. Они никогда друг друга не видели. Они, ну, как бы в электронном варианте работа идет между собой. Когда у нас была презентация вот Якутска, они впервые встретились, некоторые говорят: о, вот такое, оказывается, я вообще не представлял, что вы как вы сами по себе, как вы себе представляете. И впервые вот в наших книгах, томах получилось так, что мы старые гравюры, старые карты, старые рисунки отреставрировали при помощи электронного виде компьютера, и они стали как новенькие. И я думаю, совмещение вот этих всех работ, координации ведет у нас издательство «Русский остров», город Владивосток. Главный редактор и директор – это яковец Александр Пименович. И, ну, вокруг него объединяется вот наша группа, как именно части издательской. Вот у вас такое красивое название – «Пути великих свершений». И вот куда приведут пути великих свершений? Следующая ваша работа? Ну вот у нас сейчас идет работа по съемкам фильма «Пути великих свершений». Работает ВГТРК «Моя планета». В этом году начались съемки первой части. Это первопроходцы, которые пришли в XVII веке впервые в Якутию и дальше
пошли на Охотская, Камчатка, Чукотка, Аляска. Ну и как бы собирательный образ это Дежнев Семен Иванович. Вокруг него мы как бы делаем вот этот как историю первопроходцев, описываем, опираясь на него. И летом были съемки Алепминские во время цеха, якутские, Татинском улусе, летние вот эти все съемки, у Салданы, где музей Дружба, и в Хангаласском улусе. В сентябре у нас были съемки в Чукотском автономном округе. Это мыс Дежнева, очень интересное место, где стык двух больших континентов Америки и Азии, стык двух океанов, Северного морского ледовитого и Тихого океана. Ну, место, где начинается утро всего мира, континентальное, находится именно в этом месте мыса Дежнева. Это место, где вот открыл именно Семен Иванович Дежнев в 1648 году, и он в Кочах проплыл и описал это место. Ну вот у нас мы собираемся вот в декабре, в начале декабря работать в Якутии над зимними. Зимняя сессия, как мы говорим, она будет проходить и опять в Татинском улусе, Тампонском улусе, Аймеконе, полюсе холода, ну и Нижней Колыме. Но Нижнеколымск – это самое такое интересное место, откуда шли экспедиции Дежнева, Стадухина и прочих, которые представляют очень большой интерес для, я думаю, для телезрителей. Ну, я как говорил, это первая часть, а будет вторая часть, ну, она будет составляться несколько частей, вот этот «Пути великих свершений». Вторая часть, мы думаем, это будет времена Беринга. Витус Беринг – величайший человек, именем его назван полуостров, имеется море, остров, так что вот знаменитый этот человек, он 4 года зимовал в Якутске, хорошо знает наши вот эти условия съемки именно в Охотске, Аяне, Камчатке и, думаю, в этом северах наших, Тикси, Оленек и мыс Челюскин, Красноярский край и так далее. Очень интересно поговорить с столь увлеченным человеком. И вот нам остается пожелать вам удачи на пути великих свершений. И еще раз спасибо вам за то, что вы посетили наш Национальный центр дизайнерного наследия. В следующей передаче гостем студии будет легенда якутского бокса, герой сюжета о чемпионате мира по боксу в Белграде 1978 года Александр Михайлов, который еще сам не видел этих съемок. Сюжет номинирован на участие в конкурсе «Кинолетопись Якутии», итоги которого будут подведены в начале следующего года.